Всем привет! Сегодня, как и обещал, вам показываю, как прививать деревья. Вот покажу 3 способа, которые на практике работают, уже проверено, и приживаемость почти 100%. Делается просто. Это в расщеп, за кору и веточку. Вот я их все испробовал, и все получаются. Вот в расщеп он подходит для того, чтобы такие достаточно толстенькие стволики прививать. Вот сейчас мы к этому сделаем. То есть берете пилу и просто вот где-нибудь на такой высоте берете и тупо спиливаете стволик. Вот, спиливаете, это нам не понадобится больше. Вот, потом берете нож, вот так вот зачищаете это все. Вот молоток я забыл с собой, но можно вот так постучать этим. Потом ставите нож, вот, и вот так надкалываете. Вот, надкололи, и пока оставляете вот так. Потом берем черенок. Вот так срезаем. Желательно это за одно движение делать, ну, чтобы ровно было все. Вот, и получается здесь, что одна сторона у нас вот такая, а вторая на нет сходит. Дальше берем, так, ножом раздвигаем, вот, и вставляем. Самое главное, чтобы совпали комбиальные слои. Значит, что такое комбиальный слой? Вот видите, здесь есть дерево, есть кора. А между ними, вот она, тонюсенькая такая прослоечка идет. Видите, зелененькая? Вот она, я кончиком ножа показываю на нее. Это есть комбиальный слой. И он есть вот здесь тоже, под корой. Тонкий-тонкий слой. Вы вот так раздвигаете, вставляете. И делаете так, чтобы эти слои комбиальные вот так совпадали. Вот. То есть, если черенок тоньше, чем дерево само, то у них даже уровень коры может не совпадать, вот как здесь. Сейчас еще поглубже запихнем. Так вот. Вот так вот это все делаем. Ну, точно так же с другой стороны вставляете. Вот потом берете изоленту. Я сейчас уже не буду, чтобы время не тратить. Также делайте с другой стороны. Потом можно даже 4 сделать. Разделить на 4 части. Вот. И сразу еще один способ покажу. Вот второй способ, который мне больше нравится, потому что он просто проще значительно. Я прям сюда же сделаю. Это способ за кору. Проще он лично для меня тем, что здесь не надо так вот трудиться, что там ровные прям срезы были. Здесь нужно один срез только. Вот смотрите, почку берете. Вот так нож ставите на другую сторону от почки. И вот палец сюда. И вот такой один срез делаете. Так вот раз. Так, это слишком крутой. Так вот. Ну, вот такой вот срез пологий. Вот достаточно. Дальше вся фишка в чем? Дальше вот здесь почка, здесь срез у нас, да? Берете вот так, чуть-чуть надрезаете, и вот эту часть коры соскабливаете. Но соскабливаете не до дерева, а чтобы зелененькое осталось. Вот это зелененькое, это и есть комбиальный слой. Если мы соскоблим все сильно, то ничего не приживется. Вот эта прививка, она простейшая, приживается 100%. У меня еще ни одной не было, чтобы она не прижилась. Вот так соскабливаете, вот она зелененькая. Потом быстро делаете вот так надрез на коре. Весной кора легко отходит, потому что сокодвижение идет. Вот так кору надвигаете, отодвигаете вот так. Потом берете вот этот черенок, сюда вставляете. Вот, и у вас получается, что вот этот комбиальный слой
совпадает с тем, который на обратной стороне коры. Зелененькое с зелененьким. Вот так туда вдвигаете. Все. Вот. И вот так вот. После чего берете изоленту. Вот этот способ за кору просто шикарный. Он супер. И для меня проще, чем вот это возиться, там что-то. Вот, берете изоленту. Значит, если вы приклеите липким слоем к коре, то потом, когда будете отрывать, можно кору содрать. Поэтому ее переворачиваете и первый слой заматываете не липким слоем. Заматывать надо туго. Так прям, чтобы она натягивалась. Можно также пищевую пленку использовать. Вот. Так, обматываете все это. Потом переворачиваете, чтобы уже липким можно было. И вот так вот плотно, сильно обматываете. Вот. Ну вот так хватит. Потом берете лишнее все, отрезаете. Значит, оставлять здесь нужно вот одну почку, максимум две. Вот одну, две, три не надо. Вот так, раз. Вот две будет в самый раз. Все это убираете. Потом берете, я вот такую использую, очень удобно. Типа вар, не вар. Вот эта пасточка, она такая потом становится, как резиновая. Вот, и замазываете вот это все тщательно, чтобы не осталось щелей никаких. Вот, все это замазываю. И обязательно вот эти кончики, чтобы влага не испарялась. Вот все. Оно где-то через месяц уже все раскроется, будет жить. Еще один способ, который подходит для тонких веточек. Например, вот такая веточка у нас, да. Здесь вообще элементарно все. Для этого понадобится секатор прививочный. Берете черенок, который примерно совпадает вот по толщине с веточкой, на которую вы хотите привить. Ну, вот такой. Берете прививочный секатор. Он стоит копейки, в любом магазине продается. Вот он делает папу и маму. Вот на черенке делаете папу. Вот так вот. Вот чпок. А здесь маму. Вот я вот так черешню прививал, как раз вам показывал. Вот это мне очень нравится. Вот. И здесь все совпадает элементарно. Прям сразу отрезаете там одну-две почки. Сюда вставляете. Здесь сразу все идеально совпадает. Тоже 100% приживаемость. Потом точно так же кусочек там изоленты. Туго обматываем все это. Переворачиваем. Вот и здесь замазываем. Вот это тоже всегда приживается. Вот. Ну, здесь можно еще шину примотать, как я вот на черешню делал. То есть берете какую-нибудь там веточку, приматываете сбоку, чтобы она первое время не давала ей надломиться. Вот и все. Потом где-то в середине лета, там в июне, можно уже будет размотать эту изоленту, и там уже все срастется. Так что вот так попробуйте. Все очень просто, ничего сложного. Но больше всего мне нравится за кору способ. Вот этот. Вот я покажу вам. Я прививал в середине апреля, может быть, числа 10, может быть, 15 грушу. Вот я взял у соседей мне понравившиеся сорта. Хочу, чтобы у меня на одном дереве было несколько сортов. Вот, и вот смотрите. Почки уже проснулись и начинают вылезать. Как видите, они отстают от основного дерева. Именно потому, что черенки в холодильнике хранились. Вот это вот этот сорт один. Здесь другой. И вот здесь третий.
На всякий случай несколько черенков прививается, на тот случай, если что-то не приживется. И вот сюда еще я ветку привил. Вот, но потом вот из вот таких нужно самый сильный один оставлять, а остальные безжалостно убирать. Потому что потом они просто мешать будут друг другу. И когда уже пойдут побеги длинные, это очень быстро случится, нужно вбить какую-нибудь палку и их закрепить, чтобы их ветром не отломало. И так там первые год-два, чтобы они с поддержкой были. Вот это у меня молодая черешенка, но она еще ни разу не давала ягод, и я к ней привил просто с шикарного дерева у соседа. Взял черешню бомбическая. Вот, и вот, ну, косточковые нужно пораньше прививать, конечно, в начале апреля. Но я вот числа тоже 10-го это делал. Шинку сюда такую примотал, чтобы не шевелилась. И вот привычным секатором просто верхушку привил. Побег. И видите, вот они уже открываются, живые тоже. И вот еще одну вот так сюда привил. Вот. Тоже они живые и уже скоро откроются явно. А вот яблоню я привил. Вот как видите, здесь один прижился, вот, а один нет. Потому что это я в расщеп делал, но в расщеп мне не всегда удается. За кору проще как-то. Ну, в расщеп у меня процентов, наверное, 80 приживается. Вот, а эту веточку тоже. Вот потом все лишнее удалю, это все. Сейчас они выберу самый сильный, остальное все удалю. А вот этой прививке уже 3 года, я показывал вам ее в прошлом видео. Она уже в прошлом году дала первые яблочки. А в этом году ее просто все обнесло цветами. Посмотрите. Вся в цветах. То есть она будет обливная. Тут уже пчелки летают. И вот она вся в цветах. И вот за 3 года вот такая елда отросла. Питание хорошее, видимо. Вот, так что советую попробовать вам.